Меня зовут Данияр Байдаралин, я писатель, художник, архитектор, и я занимаюсь исторической реконструкцией. Я и моя семья, мы занимаемся реконструкцией материальной культуры народов, проживавших на территории Казахстана, кочевников, начиная от сакской эпохи и заканчивая казахским ханством. И одной из особенностей моих работ является то, что я предпочитаю большинство своей работы выполнять вручную с помощью инструментов, таких как карандаш, кисть, пластилин и так далее. В 2017 году мне посчастливилось быть участником народной экспедиции Нурмаханбетов Excavations. Тогда я впервые услышал о теории о том, что ущелье, в котором проходили excavations, защищено 3 рукотворными крепостными сооружениями сакского периода. И меня очень заинтересовала эта тема. Объект был обнаружен в 1999 году известным казахстанским археологом Бекмуханбетом Нурмуханбетовым. И представляет из себя такую, что ли, цепь холмов с уплощениями, между которыми читаются какие-то оборонительные сооружения, рвы, валы. И по утверждению Бекен-ата, Бекмуханбета Нурмуханбетова, здесь располагалась, возможно, резиденция сакских царей. Городская культура была хорошо известна нашим предкам, известны средневековые города, Отрар, Сыгнак. Но городище Рахат показывает, что городской культурой наши предки еще с сакских времен были прекрасно знакомы. Как коренного алматинца, меня очень увлекла эта мысль о том, что буквально в 30-40 километрах от моего города находится столь древний памятник архитектуры. Мы привыкли восхищаться египетскими пирамидами, Великой Китайской стеной, европейскими замками, но в то же время мы не знаем, что прямо у нас рядом находится не менее значимый в историческом плане памятник. Это сакская крепость Рахат Уйрыкте. Здесь именно находилась Золотая Орда античных времен. Городище Рахат – это золотой город золотых сакских царей. Одна картинка стоит сотни слов, и нам очень важно видеть эти картинки, чтобы мы могли представить себе, как это действительно могло выглядеть в то время. И это является одной из главных моих задач в этом проекте – дать хотя бы приблизительную картинку того, как это могло все выглядеть в свое время. И с этой целью в 2021 году я обратился за помощью в музей-заповедник Исык. В музее меня встретили сыновья Бекен-ата, братья Нурмуханбетовы, и также познакомили меня с сотрудниками музея, в том числе и с директором музея Гульмирой Раиловной. Данный музей является уникальным музеем для Алматинской области. Он небольшой, но очень емкий, содержит совершенно уникальные экспонаты и очень хорошую, очень понятную экспозицию, очень интересную экспозицию. В основном она вся посвящена знаменитому золотому человеку, символу Казахстана и Алматинской области, но также и другим периодам, другим регионам в истории кочевников Казахстана. Основателем музея как раз-таки явился человек, великий ученый, который и подарил нам открытие золотого человека. Это Бекен-ата, Бекен Нурмуханбетов, в честь которого и были названа Нурмаханбетов Excavations экспедиция. Ожидается 3-е рождение золотого человека. Это тот же самый музеификация Исыкского Рахатского археологического комплекса. Здесь еще Рахат, я здесь обнаружил резиденции сакских царей. В общем, своеобразный здесь будет музей. Так что в следующий раз вас приедет, дорогие мои земляки, вы прежде всего зайдете в этот музей под открытым небом. Одной из самых главных проблем работы над этим проектом являлось то, что у нас практически нет никаких данных на сегодняшний момент по этому объекту, по городищу Рахат, а также отсутствие аналогов
сакской эпохи на территории Казахстана, именно городской архитектуры. И поэтому сведения, которые я получил от сотрудников музея, были очень полезными и направили меня, как я надеюсь, в нужном направлении дальнейших исследований. Для начала мне очень важно было понять рельеф местности и расположение, то есть ситуационную схему этого объекта. И с полученными от работников музея данными я отправился в сопровождении Армана Нурмуханбетова на объект. Ну вот отсюда как раз прекрасно виден фортификационный замысел этого укрепления. Вот одна стена, вторая стена, цитадель высотой 50 метров, 20-этажное здание. То есть лучники в 3 ряда, выстраиваясь, полностью простреливали это пространство. Мало того, сейчас мы находимся здесь. Это второй комплекс укреплений, который меньше по размеру. Но представь, вот это все пространство с 2 сторон лучники полностью перекрывали, никто не мог пройти. А восточнее еще одно такое же укрепление, таким образом полностью перекрывался вход в ущелье. Между этими укреплениями ремесленные центры, жилые массивы. То есть жизнь тут кипела в сакские времена. Одним из инструментов исторической реконструкции является экспериментальная археология, либо же практическая реконструкция. То есть, когда все умозрительные заключения проверяются на практике в ходе тестов. И таким образом мы провели эксперименты с использованием реплик сакских луков, отстреливали по нескольку выстрелов стрелами на объекте Рахат. И таким образом мы смогли установить, что дистанции между цитаделью и 2 внешними стенами, а также лощиной внизу, примерно соответствуют боевым способностям лука. То есть можно говорить, что они соразмерны длине полета стрелы. И таким образом это еще одно косвенное подтверждение того, что, скорее всего, или возможно, это было военное сооружение. Поскольку у меня отсутствовала топографическая карта, мне пришлось работать с аэрофотосъемкой, пользуясь картами с интернета и также собственными наблюдениями по факту. И таким образом мне удалось составить общее представление, после чего я приступил к выполнению трехмерной модели из скульптурного профессионального пластилина. Следующим этапом являлось перенесение трехмерной модели уже в компьютер с помощью трехмерных программ графических. И таким образом я создал трехмерную модель местности, которая позволяла мне смотреть на нее под разными углами и с разных ракурсов. Следующим этапом являлось размещение на этой созданной трехмерной модели возможного расположения объектов, фортификационных сооружений, крепостных стен и так далее. И эта работа позволила мне, наконец, увидеть, как это все могло работать в реальности, учитывая данный рельеф местности. Интересно, входная группа, она предполагает 2 потока входящих, поэтому я изобразил ее в виде входа с 2 арками, согласно существующим известным аналогам того времени. Поверхность холма изрезана глубокими рвами, соответственно, я сделал предположение, что здесь находились отдельные форты. Самая высокая точка всего комплекса предполагает, что именно здесь находилась цитадель, которая была окружена с одной стороны 2 рядами стен. В западной части располагается самое крупное из всех плато, и логично предположить, что именно здесь находилась основная часть городища. От работников музея я узнал, что на данный момент существует 2 рабочие версии касательно хронологии объекта Рахат-Уиркте.
Шурфы заложенные выявили наличие большого количества керамики, в основном керамики средневековой, керамики, относящейся к позднему периоду тюркской эпохи. Но и были выявлены в нижних слоях единичные, конечно, обломки, фрагменты сакской керамики. Первая версия о том, что это была крепость или комплекс крепостных сооружений эпохи саков, то есть эпоха раннего железа, ранних кочевников. Другая версия, возможно, эта крепость была средневековой. Ну а естественно, когда мы говорим о средневековой архитектуре Казахстана, как правило, мы всегда говорим о караханидской эпохе. Поскольку в Казахстане отсутствуют значимые памятники сакской архитектуры, и у нас очень мало материала на эту тему, пришлось заниматься восстановлением визуального облика сакской крепости по аналогам той эпохи. Мы говорим, конечно же, о сакских крепостях, допустим, Туркменистана, Узбекистана, Средней Азии, а также более поздних парфянских, кангюйских, сагдианских и бактрийских крепостей и городских сооружений. И это позволяет нам приблизительно, примерно, не имея на сегодняшний день реальных изысканий, археологических находок, примерно представить себе, как это могло выглядеть в то время. С реконструкцией архитектуры караханидского периода ситуация аналогичная сакской, с тем лишь исключением, что у нас достаточно много памятников сохранилось караханидской эпохи на территории Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. И поэтому, глядя на них, выявив основные тенденции в архитектуре, мы можем приблизительно предположить, как могла выглядеть крепость Рахат-Уиркте в Средневековье. Таким образом, я предложил два варианта реконструкции сакской эпохи и караханидской эпохи. Также в подкрепление я предоставил реконструкцию воинов сакского периода и воина Караханида. Итак, наступил финальный акт этого проекта. Сегодня я буду проводить презентацию своей реконструкции в музее ИССык. Признаюсь честно, я волнуюсь, потому что впервые мне придется выступать со своей презентацией перед столь профессиональной публикой, археологами, историками. Я не знаю, как будет принята моя работа, поэтому я, естественно, испытываю некоторое волнение. Но в то же время я знаю, что я вложил в эту работу все свои знания как архитектор, как художник, как исторический реконструктор. Поэтому я думаю, у проделанной работы есть определенные основания и внутренняя логика. От своего имени, от имени научных сотрудников заповедника музея ИССык, хочу выразить большую благодарность за работу, произведенную группой специалистов, группой энтузиастов, создавших эту интересную, в своем роде уникальную реконструкцию памятника, как мы считаем, городища Рахат, входящего в охранную зону заповедника музея ИССык. Не всегда даже археологические предметы вызывают интерес со стороны посетителей, со стороны экскурсантов, но вот реконструкции, они дают более образное мышление и более образное восприятие в целом исторической картины, древней исторической картины, которая, возможно, сложилась на памятнике Рахат. И думаю, что эта презентация этой художественной реконструкции, архитектурной, в некотором роде исторической реконструкции, вызовет большой интерес у публики не только местного региона Жетысу, посетителей музея, казахстанцев, гостей, прибывших, скажем, из ближнего зарубежья, но, думаю, в целом в мире она вызовет большой ажиотаж. Лишь дальнейшие исследования покажут, насколько верны или неверны были заключения и доводы в этом фильме. Ну а пока что я рад, что я участвовал в этом проекте. Этот проект позволил мне использовать свои архитектурные знания, а также свои знания в области исторической реконструкции. И я надеюсь, что полученный результат
внесет свой вклад в деле понимания и осмысления нашего наследия и даст картинку, визуализацию всем, кто интересуется этой темой. Әке, бірақ шынында сақ батыр болды. Иштері күшті е, кәнекей? Әке, шынында Архилес сақ батыр болды деген. Иә, Ахиллес ол деген скиф деген батыс Әмәс, анан қаршы. сақтардың түрі скиф дейді. Ол Ахиллес деген скифтердің патшасы ол. Біз батыс сақ батырлармыз ба? Батыста, шығыста. Ал Қаракемпір анандай Архилес Қарандар, кемпір қосақты қарандар. кемпір қосақ. Әні. О, кемпір қосақ.